Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему человека, в результате чего у нее теряется способность защищать организм от болезнетворных микроорганизмов. Синдром приобретенного иммунодефицита – ключевая стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается на человеке на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Иммунная система – одна из важнейших систем организма. Она защищает от различных инфекций и опухолей. Клетки иммунной системы вырабатывают особые белки – антитела, которые распознают попавшие в организм вирусы и бактерии и уничтожают их. Заразиться ВИЧ-инфекцией можно только от инфицированного человека. Чтобы произошло заражение, достаточное количество вирусных частиц должно попасть из организма инфицированного человека в кровоток другого человека. Поэтому ВИЧ может попасть в организм человека только тремя путями: через кровь, при использовании нестирального медицинского инструментария, при использовании чужим-бритвенными принадлежностями и зубными щетками, через переливание непроверенной донорской крови или пересадку органов, через незащищенные половые контакты, от инфицированного матери к ее ребенку внутриутробно, при родах или при грудном вскармливании. Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости от стадии инфекции. Многие люди узнают о своем статусе лишь на не более поздних стадиях. На протяжении нескольких первых недель после инфицирования у людей может не появиться никаких симптомов или развиться гриппоподобные состояния, включая лихорадку, головную боль, сыпь или боль в горле. По мере того, как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у людей могут развиваться другие признаки и симптомы, такие как увеличенные лимфоузлы, потеря веса, лихорадка, диарея и кашель. При отсутствии лечения у них могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптоковый менингит, такие онкологические заболевания, как лимфомы и саркома Капуши. Поэтому, друзья, берегите себя и своих близких. Всегда будьте осторожны.